Всем привет! Я у реки, ребят. С ледобуром в руках. На плече-то есть. Иду вот такой наст. Вроде крепкий, но в то же время он какой-то человеческий вес сегодня выдерживает. Но, скажем, если груженным ехать на снегоходе, проваливаешься. Но завтра обещают также минусовую. Можно и сегодня было мне съездить на болото к шалашу, который я к весенней охоте готовлю. Но сегодня праздник. Сегодня 7 апреля. Благовещение вроде как. Пускай я не верующий, но эти вот большие праздники я соблюдаю. Не стараюсь я работать в такой день, в такие дни. Скажем, верба, Пасха там. Еще какой-то вот большой праздник. Вот. И сегодня я также не поехал. Хотя надо было сегодня уже мне на болото поехать, на буране, потому что в селе уже снега мало остается. Здесь-то очень море. Очень много. И долго еще не растает. А по селу уже все, хана. По селу очень быстро снег тает, везде земля. А тут уже какие промоины, смотрите, вдоль берега. Прямо открыто. Все уже открыто, да. Рыбы не видать. Вот такие дела. Перетерплю. Если завтра, вот тут поехал. Если завтра холодно будет, обязательно уже надо съездить, чтобы там не было. И здесь все трещит. Непонятно что под ногами. Маленький. Так, ладно. Посидим с удочкой. Сейчас 4 часа утра. Пару часиков посидим и будем возвращаться. Так вот. Сейчас по буранице пойду по реке. Где-то с километра. Она хотела здесь попробовать. Но нас хороший держит. Лучше я схожу выше. Прогуляемся. Вот такой вид сейчас. Наше село — это окраина. Село очень большое. Все красиво тут. Крыши цветные. Скоро уже на лодку будем гонять. Еще месяц. Осталось ровно месяц где-то. Это если сегодня 7, примерно в числах 1-5 всегда у нас река открывается. Сейчас чуть раньше. Раньше к 9 мая открывалась. Вот. Идти хорошо. Вообще кайфово. Сорока, вороны просыпаются. Самолет вон гудит, летит. Солнце еще не встало. Тут села заканчивается. Это окраина села. Я осенью там, помните, кто смотрит, там кресло еще на вершинке. Там сидел, снимал. А сейчас уже вот смотрите, мы с реки в ту сторону снимаем. Здесь деревья растут. Очень классное место. Солнце сюда с утра попадает, уже снег тает, склон горы. Вот. Заметьте, дома где построены. Вот тут. Тут, конечно, летом вообще комарья очень много. Зимой дороги нету. Неудобное место. А вон там, на вершинке, там вообще класс. Обзор какой, представляете? Вид с горы. Вот. Идем дальше. Такой поход получается у нас. Рыбалка, не знаю, получится нет, но хоть немножко поснимаю природу утреннюю. Весна, утро. Рано утром здесь буран, видно, проехал. Следы свежие. Вот. Здесь мелководье, здесь воды вообще летом нету, наверное, сантиметров 10 только. Хотя широко, место очень широкое, но воды нету. Мы на лодке ездим за этим островом, там поуже, но чуть-чуть поглубже.
Вот между этими двумя, нет, подожди, обманываю. Вон там кресло, вон даже я вижу, вон на самой вершинке, вон там. А здесь какой-то вот овраг, вроде как небольшой ручей идет или что-то в этом роде. Можно было на буране сейчас проскочить здесь. Оказывается, хорошо приморозило сейчас. Заморозки крепкие, оказывается. Хотя РП5 обещала там +2 ночью. Что-то ошибся РП5. А завтра обещают -4. Ощущение. Еще холоднее будет. И это утро не надо пропустить, самое главное. Потому что у меня уже как бы начало есть. Фундамент для ремонта шалаша. Я стройматериал уже отвез. Но чтобы завести на буране по целине, жду, вот когда образуется наст. Сейчас дни, ночи такие теплые, жаркие были, без заморозка. И думаю, завтра все получится. Хотя загадывать, думаю, не стоит. Уже прохожу второе место, где стояли палатки. Там ниже на повороте палатка была. И здесь вторая палатка, которая с осени и до этого времени палатка стояла. Вот сейчас, видать, убрали. Ну, сейчас рыбачить уже тепло. Вот тут стояла. Еще мне писали, когда я на скорости ехал возле этих палаток, этой палатки. Говорит, напугаешь рыбака. Вот так выглядит сейчас, ребят. Вот. В двух местах. Там муж с женой все время рыбачили всю зиму. Ну, немало. Вот именно вот этот пятачок, вот здесь ручей выходит. Вот там Нившера и там Алексеевка, Алексеевск. И между этих двух сел, между селом и деревней, протекает ручей. И вот этот ручей выходит вот устье этого ручья. И прям вот с этого поворота и до следующего поворота. Вот здесь в этом году и ельцы зимовали. Рыба вот тут в этом участке зимовала. Круглую зиму тут ловилась. И рыбаки, ну, рыбачили каждый день. Буквально без выходных. Ловили от 10 до 150 рыбин. Каждый день по-разному попадалось. А вот, скажем, вот я 4 раза, считай, я ездил с ночевкой на первую избу и показал результат своей рыбалки. Так что надо угадать, надо найти, где рыба зимует. В этом году вот тут 100% зимовала. Вот. Вчера звонил также рыбаку, рыбачке вернее. Ну, перед тем, как сегодня выйти там на рыбалку, думаю, дай позвоню, узнаю, как там ситуация, прогноз на реке. И она мне говорит, что рыба клюет где-то в час дня. Так что расписание у рыбы также меняется. Один говорит, что ночью 2 часа ночи, 3 часа ночи, утра, считай. Второй вот сейчас говорит, уже в середине дня и небольшое время. Где-то час, может, и все. Капризная рыба у нас, что поделаешь. Ну вот и все, ребят, смотрите. Светло уже, светит солнце, всход солнца. Здесь у меня палки. Зимой я тут рыбачил 2 раза, наверное. После меня вот тут рыбачили, видно. Чуть ниже вот тут рыбачили. Вот видите, сколько ходили тут рыбаки. Даже думаю, может вчера или позавчера еще тут сидели, потому что курили вон 3 лунки тут для прикормки, как обычно у нас делают. Бур, сотка. Ну и примерзла. Ночью так примерзла. Может сегодня еще этот рыбак придет.
Я остановился тоже здесь. Дальше идти не стану. Думаю, толку от этого нету. Посмотрел на камеру, я сразу увидел одну рыбину. Там, наверное, был ёрш. И после спуска камеры он сразу ушел. Ну вот сейчас тишина, никого, ничего я не наблюдаю. Посмотрим, посидим. Может, кто и подойдет. Где-то я кустик такой видел интересный. Вон там, может, верба сейчас. Я вообще обалдеваю, когда я вижу вербу. Мне это очень нравится, поверьте. Очень-очень нравится. Это верба. Праздник весны такой вот верба. Ну и Пасха. Тогда в день Пасхи я тоже расслабляюсь. Я просто вот расслабляюсь. Мне хорошо в эти дни. Как-то я чувствую, что я уже после этих праздников весна идет. Ну точно верба. Ты смотри, как хорошо. Уже цветет. Ну не цветет, а распустилась. О, ребят. Вот смотрите. В городах эту красоту покупают, продают, покупают. А у нас их бери не хочу, очень много. Вдоль реки. Сейчас весной вы часто будете видеть эту красоту у меня, потому что я мимо никогда не прохожу. Здесь уже вон как все тает снег. Но у меня прогноз такой был, что уже на льду вообще снега нету. Но здесь зима еще. Так что надежда какая-то есть, что рано или поздно доедем до второй избы. Блин. Но мало же мне верится. Очень мало. Потому что сейчас вот давайте поднимемся. Интересно. Вот сегодня вес человека, конечно, выдерживает. Раньше тут тоже луга были, косили вот стог. Но смотрите. Этот наст. Вот скажем, я поеду на буране. Фиг с ним, здесь будет держать снег. Но у меня будет груз. Железо буду вести, там печка, труба. Ну, килограмм, знаете, примерно 200. Примерно 200 будет. И буран 200 килограмм или сколько там. Сани 200 килограмм. Но и этот наст, что вот тут, не выдержит. Ты провалишься в этот наст, в снег. Потом вылезти отсюда трудно будет. Вылезешь, потом опять ты проваливаешься. Надо, чтобы этот снег, весь снег, вот этот, от тяжести, вот, чтобы дожди были и ощадят. Если ощадят, тогда уже нас капитально будет. А вот смотрите, какая красота тут. И между прочим, вот тут, именно тут, утиные перелеты. Вот по этому маршруту они вот здесь прилетают. Я обычно весной, ну у меня там шалаш, я каждый год там рассказываю про него. Раньше тоже у реки стоял всегда, вон там у меня шалаш где-то. Вот. Я вообще много чем занимался. Это я сейчас такой ленивый стал. Неинтересно мне вот это все, что вот сейчас я рыбачу. Ну, интерес пропадает, потому что без клёвья на утиных перелетах тоже вот мало становится уток. Вот. Но все равно, вот я говорю как есть. Вот здесь, вот именно вот тут проходит маршрут уток. Ты станешь туда, уже меньше утки там пролетают. А здесь вот тут, прямо за этим кустиком, напрямик. Я не знаю почему. Вот именно у них, если угадаешь, как с рыбалкой, вот угадаешь с местом, ты будешь рыбачить, и у тебя хороший улов будет. И также на утиных перелетах. Хоть на гусиных. На гусиных я мало что понимаю, потому что на них не хожу. Но на утиных ты, если угадаешь с местом, где они вот ходят туда-сюда, как вальшнет. Вальшнет тоже вот по своему кругу, маршруту ходит. Ну, не ходит, а летает. Так же и утки. Вот. Я знаю, у меня сегодня рыбалка ни о чем будет очередная, но все равно многие пишут мне вот, мы, говорит Олег, смотрим природу. Нам интересна природа. Нам говорит, не интересно результат рыбалки. Нам интересно процесс. Процесс того, что я показываю, что я рассказываю. Так что и дальше так я буду снимать.
стараюсь как могу, между прочим. Время трачу на это все дело. Желание есть тоже поймать рыбу. И сегодня 7 апреля, между прочим, день смерти моей бабушки. Было бы вообще отлично, если на жаркое попадет, но не знаю, вряд ли. Вот. Больше, наверное, шуметь не стану. Сейчас немножко поснимал. Вот тут тишина, никого я не вижу. Вот. Праздник, работать нельзя. Посидим просто вот на природе. Пока ветра нету. Красота, солнце встает. Деревня недалеко. Буквально с километра, наверное, я отошел от деревни. Там собаки лают, слышно. Тут подо льдом один еж где-то плавает. Вот. И то он спрятался куда-то. Ледобур. Также спрашивали, как ледобур. Этот тонар с длинным шнеком, сотка. Ледобур огонь. На сегодня у меня уже с прошлой поездки на первую избу там много бурил. И сейчас у меня нож, стал тупым, вообще не режет. Надо заточить по-новому или же вообще поменять. Вот. Но все равно не сравнить с моим старым ледобуром, который был. Не такой дорогой покупал. Намного дешевле других. Титановые еще. Ну, может, они легкие. Но вот эти свою работу делают. Я уже не меньше 1000 лунок тоже просверлил. Потому что, на каждой рыбалке там 20-30 лунок. У меня в походах было. Вот такие дела. Ну все, сижу. Где-то слышу какая-то техника, наверное, мотособака или что-то там поднимается. Вон, ребят, рыбы слева у меня. 2 штуки вот проплывают по ней. Надеюсь, видно. Хорошие ельчики. 3-й, там косяк. Но мимо мормышки идут. Прям их очень много. Большие, крупные. Сейчас надо включить, наверное, камеру. Сейчас включил камеру, вон. Вот видите? Вот рыбина. Вот видите? Прям возле камеры прошла. С левой стороны. Возле мормышки. И пошли они выше по течению. И спрятались. Штук 5, наверное, было. Так что ельцы есть. Ельцы есть, но не клюет, не клюет. Все потерялись. Как будто их и нету. А хотя их было немало. Ülemedetçin. Aha. Або. О, зодчидне звідли. А. Часто pukalainen ja taten. Se kirvainvestinen pukalei. Hoše dozvidla. Мы как парачеры отделы мунусны, что квитками. Есть даже видели каисны еще. Te nadem natal don kata vidlaned. А вылаз або? А. Ну давай, кующи. Сейчас meistä poorot edis lettä. А. Кайли.
И Сергей выше поднялся. Короче, это знакомый. Поговорили на каком языке, на родном языке. Тоже донку проверяет там. Никого, говорит, никто не попался. И здесь вот порыбачил, он чуть на поворот выше поднимется. За Ельцами. Я ему говорил, все рыбы пошли вверх. А я ниже на поворот спущусь, там еще посижу немножко и буду возвращаться домой. Ельцы, как я видел, очень крупные тут. Но на мормышку даже не посмотрели. Просто вот прошли и все. Сперва штук 5 там было, потом еще одна рыбина. Просвечивает хорошо. Светло сейчас подо льдом. Видно. Подальше видно рыбину. Еще один буран проехал. Ну, одна дорога только по реке сейчас. Чтобы куда-то ездить. Примерно так. Ну что, ребят, наверное, будем заканчивать с этой рыбалкой. Сейчас односельчанин тоже гуляет. И там с собакой еще один рыбак подтянулся. Там устье озера тоже. Ну, он, наверное, на целый день сюда пришел. Вот. Ну, а я сейчас соберусь и пойду домой. Подышал свежим воздухом, погулял. Да и люди уже начали подтягиваться. А я это не очень люблю. Вот. К сожалению, ни одной рыбы. Но я это, как сказать, ожидал, что рыбалка не будет такой результативной. Даже одной поклевки я не видел сегодня. Хотя рыбы там есть. Вон там на повороте там рыба есть. Это стопудово. Крупные ельцы. Прикормка. Новую прикормку использовал. Сейчас в магазине покупал. Но толку никакого нету. Ничего не изменилось. Не хочет рыба брать. Проходит мимо стороной. Так, ладно. Нет так нет. Не знаю, в этом году больше рыбачить буду, не буду, но думаю, и не стоит уже. Так. Все. Ух, как солнце ярко светит. Так. Темная ночь. Только хуни свистят по степи. Опа. Ну все, ребят. Отдохнули. Пару часиков. Сейчас время не знаю сколько. 7:06. 7 часов 6 минут. Это получается я примерно 2,5 часа рыбачил. 2,5 часа. Нормально. Шедоскля. Boşta London kayas. Están повороtas через M. Это ten abo, están повороtas gurish mukias, no meneshed, no kamera nas adja tudaleveli. Están повороtas.
собирает донки. Говорит, не ловится. Но я подсказал ему, где рыба стоит. Тоже, говорит, пустые все донки. По льду хорошо сейчас идти. А я пойду напрямик. Не знаю, получится, нет. Потому что по одной и той же дороге не хочется не ходить. И здесь лес, тайга. Что мне очень нравится ходить по тайге. Не знаю, только выдержит, нет снега. Тут тоже видно, как рыбачили. О, Серега уже спускается. Тоже донку будет собирать. Не густо, ребят, у нас с рыбалкой. Не только мне не ловится, но и все об этом говорят. Но стараются. Время проводят на льду. Все равно, чем дома сидеть. Так, ну что тут? Старая лыжня. Надеюсь, не будем проваливаться. Мост тоже выдерживает. Ух. Опа. Видели? Хрен ты доедешь до второй избы. Вот такая корка. А там как песок, снег. Это я такой легкий, как перо у рябчика. А вес бурана, она, блин, 300 килограмм. Вот так вот. Но все равно поснимаю свой поход. Это не рыбалка, это поход, ребят. Возле деревьев уже все, снег скоро там вообще растает, наверное, там от веток, от всего этого. Под деревьями уже снега практически нету. Ну да, это хорошо. Это хорошо. Как сказать, во-первых, лоси выживут, когда мало снега. Они легче убегают от зверей, от волков. Так что в этом году их будет больше, я так думаю. Потому что снега немного было, и им легче убегать. Так, ладно, идем. Дышим свежим воздухом. Сейчас мне личными сообщениями отправляют фотографии. Ну, уже закрывают сезон езды на буране. Говорит, у нас снега вообще нет уже. Но у нас снега еще, в принципе, достаточно. По колено. По колено. Немало. Это, считай, здесь. А севернее, скажем, вот, если отъехать на 30 километров, там уже на сантиметров 15-20 больше. Чем севернее, тем больше снега. Дольше там, конечно, снег держится, не тает. Вот. Ну вот такой непонятный наст в этом году. В прошлом году очень хороший наст был. Просто вовремя снега село там. А в этом году не получается. Не получается, это надо дожди, резкие морозы. Но всего этого у нас нету. Вот.
Ну, что имеем, как имеем. С погодой не поспоришь. Так. Сосняк тут. Ни одного свиста пока не слышал, рябчикова. Хотя зимой мы тут, когда с Куланом ходили, минус 30, наверное, было просто на лыжах по ходу. Одного рябчика я видел. Терпимо идти можно, но под ногами все равно как-то ломается вот этот корка. Не знаю, завтра получится. Нет у меня с поездкой, но завтра надо мне обязательно съездить на болото. И уже в ближайшее время, если получится все это дело заснять, я покажу, какой там ремонт у меня в этом году будет. Ну, по-скромному что-то под шаманью для весенней охоты, чтобы там ночь переночевать, чтобы ветер не попадал, дождь не попадал. Если удастся, со второй избы надо еще привезти времянку, печка там, которая маленькая, вы видели, я показывал, подписчики видели там на кирпичную печку, которую я оставляю, и вот эта маленькая печка из канистры, вот надо это привезти и уже в шалаш тоже сюда установить. Конечно, уже надо было бы уже все это дело сделать там. Отсюда буржуйку вывести, оттуда канистру привезти. Ну, распутиться. Распутиться у нас. Вот. Как ни крути. Вон, смотри. Не выдерживает человеческий вес даже. Не знаю, как завтра получится у меня. Уже как бы оттепели были. И снег вот, что вот был сырым, постепенно вот высыхает. А когда вот снег сырой, уже насквозь сырой, резкие морозы надо. Ну вот, все не то пока. Так, ну я надежду пока не теряю. Потому что я сегодня увидел на реке, на льду, снег еще есть, снега очень много еще. Это говорит о том, что еще ничего страшного. Это когда оттуда снег растает и уже возле берега там вода поднимется, это уже, считай, опасно. Это опасность. Так, ладно, идем. Наслаждаюсь, иду, наслаждаюсь. Надо бы еще в этом году вершинки, вот эти наросты, которые вот в мае уже у сосны, в мае уже наросты будут. Ну, где-то вот такой длины. Вот это надо собрать. Это от кашля, от болезни, от воспалений всяких. Блин, смотри как. Опа! О, слышали сейчас? Вот это немножко вот снег выпал. Но это должно все выпасть. Еще через час и уже нас не будет держать. Буквально через час уже все. О, видели? Какой слой вот такая. Площадка такая вот. Снега. Ломается и оседает. Не, недостаточно, надо дожди, чтобы пошли. Если сутки или всю ночь или полдня дождь будет и резко ударят, ну и вы должны понять, что я имею в виду. Стараюсь как-то объяснить. Многие сразу моментально понимают, конечно, в курсе. А многие вот, ну не знаю, вот, как должно быть, какой нас должен быть весенний, хороший, крепкий.
Бывало такие у нас весна такая, ну давненько так уже было, но у нас по насту, вот по этому снегу Беларусь, на трактора даже ездили. Такой крепкий, как знаете, вот как бетон вот, после дождей. Ну вот, сейчас тут уже площадка будет. И уже там скоро село. Уже поднимается ветер. Иду по буранице, но не по пути. Влево идет на пилораму. А у нас вон там уже тропинка через эстакаду проходила зимняя. Ну, наверное, вот тут где-то или по дороге, где он. Ну ладно, сейчас пойдем здесь. Куда-то выйдем. Все равно в сторону кладбища, а там уже от кладбища там тропинка-то зимняя будет. Интересно обшита пилорама. Вот я это прикупил тоже, вот эти листы. Ну, на 100 штук я брал. Я вот сейчас смотрю, как все это хитро сделано. Бугорок. Но в принципе хороший, он тонкий, лист он тонкий, но в то же время он не гниет и прослужит 100 лет. Вот. Вот это мне самое было интересно, это стыд, как все это делается. Здесь нахлёст, а здесь так вот. Вот так все сделано. Очень, очень даже неплохо. Все, буду иметь в виду. Я также в городе уже осенью покупал эти листы. Как-то показывал. Они недорогие. Во-первых, на 70 на 60. Если не ошибаюсь, вот такой лист. И хотел андулин взять. На андулин одна штука, блин, 600 рублей. А мне эти листы 100 штук получилось 2 с лишним тысяч. 100 штук хватит, чтобы целую избу постелить кровлей вот этим алюминием. Ну, как все будет, если что-то буду делать из этих листов, конечно же, вы увидите. А мне было интересно, вот как все это делают люди. Стык. 2 листа там. Как... Сейчас понял. По-другому я думал, вариант другие были, но это самый легкий вариант. Небольшой кружок такой сделал. Ну вот, бураница пошла. Там гараж, кладбище. А мы повернем направо. И уже спустимся к реке. Тут основная бураница. Тоже всю зиму тут ездят. Опа. Всем привет, вот он я. Так, спуск. Скользкий. Хороший. На лыжах хорошо тут проваливаешься. Не проваливаешься, а когда скатываешься, я всегда падаю. Угол такой. Вот, нехороший. Вот так, тут буксовали. Видно, как по наледи. Короче, мы уже на месте. Хорошо дошли. Я думал, там буду проваливаться. Ну, сейчас поутру хорошо нас держит. Вес человек. Именно вес человек. Скажем, если 150 килограмм человек или 100 килограмм, уже все. Вес не будет выдерживать. А! О, злавкала слини. Да. Тene kütse munan? Gorten? Та, люку я скаян. Да, се тебе ваймун. Ешед, очи даже звідли. Te şimdi ben tabii bakalım. Да. Ешед.
Дно я вижу. И там чуть дальше уже начинается глубина. Где-то 1,5 метра, наверное, здесь глубина. Тут сантиметров 50. Вот так вот. Ну, завтра еще тут можно проскочить. Если что, можно стороной объехать. Здесь вот выходит какой-то ключ, видать. И быстро открывается. Не полностью замерзает, между прочим, как-то. Батько там рыбачит еще лето. Батько — это мой сосед. Некоторые думают, что это отец. Это мой сосед. Вот так вот. Ладно, ребят, буду заканчивать. Такой поход получилось. Не рыбалка. Это не рыбалка. Это поход с удочкой и ледобуром в руках. Вот. А дальше посмотрим, что дальше снимать. Как быть, куда ехать или нет там. Все зависит от погоды. Вот. Поднимается ветер. По утру ветра нету, хорошо, а днем уже все штормит. Ладно, ребят, все. Всем пока и до новых встреч. Ждите новые фильмы. Кто не подписан, подписывайтесь. Оцените видео лайками, как всегда. Все. Пока.